алейкум, Таджикистан. Салам алейкум, Таджикистан. Tajikistan was amazing. Last year when I visited with my friend, we had the time of our lives and it was just great. I mean, the mountains and the people, they were amazing. Like really, for me, it was the best country that I have ever visited. Thank you very much. Салам алейкум, Таджикистан. Salam alaikum, Tajikistan. Салам алейкум, всем привет! Снимаем очередную серию о кругосветном путешествии «Мы таджики 5», о том, как один смелый таджик решился проехать вокруг земного шара. Как всегда, в нашей импровизированной студии, это наш гараж, мотогараж, собираются уникальные люди. Сегодня у нас гости очень интересные, разрешите мне их представить. Это Нодир Турсунзаде, Виталий Хнинзон, я думаю, в представлении он не нуждается. Ну, после этих перипетий в Салониках, после того, как я попал и в сиесту, и в какую-то демонстрацию, и я подумал, ну, наверное, столица Греции будет все-таки другая. Все-таки Афины, Афины, одно слово чего значит. Ура! Я добрался до самой главной достопримечательности всей Греции. Афин, это Акрополь, вот за моей спиной. Выглядит впечатляюще, эти огромные массивные блоки, я не знаю, по несколько тонн каждый, как это строилось. Это Акрополь, вернее, все, что от него осталось, и то, что смогли восстановить архитекторы. Вот, смотрите, здесь очень много обломков камней, блоков, каждый из них весом по несколько тонн. Как все это строилось, я не знаю. Но все равно здорово, классно, энергетика высшая, интересная. Это самая высокая точка Афин. Я родился в Советском Союзе, еще раз добавлю, и я вырос на историях и легендах Древней Греции, да, я ждал этого момента, что я приеду, я вот дотронусь, увижу воочию все эти храмы Посейдона, я увижу Акрополь, я к этим легендам прикоснусь, потому что у меня дома до сих пор это есть книжка, она по-моему, есть у всех, и я на ночь ее читал, то есть у меня такие были фантазии, и вот я в Афины ехал. Подвиги Геракла. Почувствовал себя Геракла немножко, да? Не почувствовал, ну хотя бы увидеть хотя бы одним глазком всю эту Элладу, все эти легенды. Это было очень интересно вообще. И я поехал в Афины. Что удивило, между большими городами проезжаешь по маленьким деревням. Деревеньки меня впечатлили, они красивые, уютные, вот совсем не как в Салониках все было, очень интересно, но людей все равно мало, то есть какие-то вымершие деревни, вот людей там нету, может молодежь уехала в Европу работать, я не знаю как, это уже нужно было спросить у местных, может быть, я не знаю, может сиеста сработал, но вот сколько я проезжал деревень, они были в основном пустые, и вот, наверное, в самом центре деревни, там в таверне, там 2-3 старца сидели и все, вот этот момент был для меня очень странный, но такие вот культурные моменты страны. Я бы это плюсом сделал, чем минусом. Возможно. Но я искал что-то другое, искал общение, искал людей, молодежь. У вас мегафон есть, позвонить, чтобы пообщаться. Или так. Итак, Афины. Я понимал, что Афины — это мегаполис. Так как я спал в машине, у меня мой домик на колесах, он меня кормил, поил и давал ночлег. В больших мегаполисах это сделать сложно, потому что негде встать, это стоянки, это, возможно, полиция скажет, так вставай, там и т.д. и т.п. Я выбрал себе хостел прямо в самом центре Афин. Ну что, добро пожаловать в Афины. Я практически в самом центре. Ну и, как я говорил, как в Салониках, Афины в центре выглядят вот примерно вот так. То есть особой разницы я не почувствовал, где я нахожусь. Или в Салониках, или в Афинах. Все исписано, везде разруха. Непонятно. Заселился в хостел, в Афинах цены кусаются. Примерно где-то около $21 стоит ночь в хостеле, в комнате на 4. Плюс еще ты должен припарковать свою машину.
Это еще плюс на ночь 7 евро. То есть собираетесь в Европу, ищите очень бюджетные варианты. Ну или запасайтесь деньгами. Я здесь максимум 2 ночи, мне чухать нужно, потому что бюджет есть бюджет. Надо избегать больших мегаполисов. Это самый центр, да. Пошел я в свой хостел заселяться. Это я был на паркинг плейс, оставил машину. Вперед, хостел. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, давай мясо. О результатах сообщу. Хостел прямо в самом центре Афин, чтобы было в шаговой доступности до всех этих красивых достопримечательностей. И вот я посмотрел отзывы, там все хороший хостел, все хорошо, более-менее дешевый. И вот я въезжаю в Афины и снова вижу вот эти вот серые дома, ставни, решетки. Думаю, ну блин, неужели здесь будет повторение Салоников? Ну, как оказалось, да, заехал я, вот машину поставил, иду, то есть вы увидите видео, где был прямо в самом центре города мой хостел, то есть я... Везде граффити, все стены в граффитях, все подворотни серые, там такой какой-то народ, я понимаю, что на то время было очень много беженцев, что они заполонили Грецию, как так это была самая одна из доступных стран. Промежуточная, да. Промежуточная страна, но настолько, что все это впечатление испортилось. Я сожалею, в моих глазах Греция очень-очень-очень, вот этой серостью она прям убила. Я шел, пока я доходил от своего хостела до красивых туристических мест, у меня было 2 рюкзака, сзади, впереди, я держал 2 камеры рукой, у меня был телефон, и вот взгляды, шел и думал, кто же нападет, кто же меня отнимет, хулиганье, граффити, какие-то люди сидят в мусорках, ой-ой-ой-ой-ой. К сожалению, большому, именно центр, скажем так, Афин, он разочаровал очень сильно. Не знаю, может это мое мнение, может у вас будет совершенно другое, но вот такое вот интересное мнение я попал. Ну, даже проходя туда-сюда, я, в принципе, открывал глаза, видел, смотрел, то есть уже было такой, скажем, серый налет на эти великолепные места, как Акрополь. Я был в храме Посейдона, в храме Зевса, ну, все, что от них осталось, это руины, скажем так. Но налет серости, то есть от хостела туда, потом обратно, потом снова туда, обратно, я выходил и снова шел, и снова сжимался, и вот телефоны, камеры, не знаю, кошельки, паспорта, чтобы меня никто не грабанул, чтобы меня там никто по башке не дал. Вот этот момент, он сильно остался. К сожалению, вот такой момент есть. Будете в Афинах, может быть, сейчас что-то поменялось, но на то время это было очень грустно. И для меня это был шок, потому что была первая страна Евросоюза. И я, честно говоря, был сильно разочарован, к сожалению моему. Вот такое вот впечатление. А сколько дней получилось Греция и как мы двигались дальше? К сожалению, получал разочарование за разочарованием. Я пробыл в Греции, по-моему, если не ошибаюсь, около 5 дней. Так и, к сожалению, не получил удовольствия от всего этого. Не насладился. Даже не помогли ни Акрополи, ни красивейшие руины, ни амфитеатры, ни история. Не помогли, я просто разочарованно сел в машину и просто уехал из Греции. К большому своему сожалению. Всем привет. Привет. Не выдержала душа поэта, и я смылся с Афин. То есть мне хватило дня, проведенного в Афине, чтобы посмотреть примерно все достопримечательности, все эти археологические раскопки. Поэтому прочь из мегаполиса, да здравствует красивые пляжи, люди, дешевизна. Вот примерно так. Так что еду. Всем привет. Кругосветка продолжается. Мы таджики 5. Где-то, сам не знаю где. Ну, где-то в Греции. Ну, куда доедет машина, дорогу привезет, там и заночуем. Вот так вот. Пока-пока. Куда дальше? Дальше путь лежал в Болгарию. Болгария! Солнечная Болгария. Солнечный берег, кстати, да. Болгария. Я не был в Болгарии, так же, как и не был в Греции. О ней очень мало чего знал. То есть, были какие-то интернетские заметки, читал, там, не знаю, София, там, столица, там, сколько-то людей живет, там есть курорты, как Варна, как Солнечный берег. Думал, надо посмотреть. Всем привет, солнечной Болгарии. Всем здорово. Сегодня 6 июля. Значит, 37 дней в пути, на спидометре 12 тысяч километров, и я выехал с Греции, только что пересек границу с Болгарией. И вот я только заезжаю в Болгарию, граница с Грецией и Болгарией была очень легкая. Посмотрели документы, сразу поставили печать, то есть я уже о стране сужу, как я прохожу эту границу. Она была очень легкая, очень приятная. Я так въезжаю налегке, опа, там полчаса, и ты уже в Болгарии. Покупаю быстренько винетку, такая же винетка, ты платишь за те дороги, которые проехал. Она недорогая, 7-8 евро, если не ошибаюсь, там стоила. И въезжаю в Болгарию. И вот представляете, совершенно одна территория, но разные люди,
разный ландшафт и другая атмосфера. Болгария оказалась настолько чистой, настолько ухоженной, приятной. Небо и земля с Грецией. Удивительный контраст. Удивительный же. Я ехал и глазам своим не верил. Забегая вперед, скажу, Болгария оставила вот такое впечатление. Отличное. И я тогда, по путешествию по Болгарии, я подумал, вот сюда бы я приехал бы чуть-чуть пожить. Первым делом я поехал в столицу, она была недалеко от границы Греции, это была София. Она небольшая, она чем-то напомнила мне Душанбе, но широкие мостовые, много воздуха, огромные фонтаны, белые здания, мало людей и молодежь, гулящая спокойно по ночам, чего не было в Афинах, там все как-то вот боялись. Это придало такой кайф, я вот просто бродил, ходил по их местным Арбатам, там люди играют на гитарах, там, не знаю, миллион кафешек, так здорово. Я вот там почувствовал, что наконец-то вот я получаю удовольствие от путешествия. Вот София, конечно, очень много храмов, очень много чего есть посмотреть в Софии, вам понравится. Причем цены демократичные, Болгария недорогая страна. И здания чем-то напоминали наши здания Советского Союза, что-то вот архитектура тут та же оставалась. Это все-таки. Вот там я почувствовал себя в родном городе, мне было хорошо, я провел 3 великолепнейших дня в Софии. Вот, мне понравилось, покушал нормальной еды, погулял, пошатался и тихо-тихо поехал смотреть на курорты. Есть несколько курортов в Болгарии. Это Солнечный берег, то, что вы напомнили, и город Бургас, он тоже находится на побережье Черного моря, и город Варна, то есть знаменитейшие курорты, может кто-то был. Я первым делом, еще есть город Несебр, про него отдельно будет сюжет, я вам про него расскажу. Солнечный берег, что это такое? Для меня был шок от такой простой и спокойной Болгарии. Я попал в тусовочный город. Это был маленький Лас-Вегас, это была маленькая Ибица, маленький городок. Ночью оживал, весь покрытый кафешками, весь покрытыми клубами, дискотеками, то есть танцполами. Что такое Солнечный берег? Это 15 километров пляжа. Представляете, вот пляж величиной 15 километров, это редкость, 15 километров пляжа, и он весь усеян клубами, танцполами, дискотеками, ресторанами. И вся молодежь Европы, та, которая не попала на Ибицу, потому что на Ибице дорого, куда приезжает? В Солнечный берег!
вот и заканчивается 39-й день моего путешествия вокруг света. Доехал я до интересного места, называется знаменитое место в Болгарии, город Солнечный берег. Очень курортный, с миллион отелями, дискотеками, барами и всем остальным. Но я бюджетный путешественник, поэтому заселился вот в этот хостел. Называется 415, не знаю почему, может номеров столько. Вот. И там начинает тусить. Ой, я там провел сутки, не мое. Я, конечно, прошелся, посмотрел на все эти клубы-рестораны, на все эти танцы-шманцы на барных стойках. То есть я понял, что это не мое. Я не люблю такой ажиотаж. По мне лучше природа, горы, море, дикие пляжи. И через сутки я уже уехал в Несебр. Великолепнейший городочек, маленький Несебр. Он длиной, если я не ошибаюсь, там, по-моему, 1,5 километра или километр. Он очень маленький, в нем живет очень маленькое количество людей, но он настолько старинен. У него все домики двухэтажные. Первый этаж это каменный, а в следующий идет деревянный. Такая красота, такая атмосфера. Да, кирпичные, черепичные крышки. То есть... А название интересно, Несебр. Никак с товарищами сербами не связано. Скорее всего, нет. Что-то, наверное, очень... Да, Несебр, это не... Да. Вот такой городок. Много туристов, очень много туристов, конечно, но такая атмосфера старины. Это вот получаете в старом городе, я не знаю, где-нибудь в Вильнюсе или где-нибудь в Польше, там, не знаю, Варшава. То есть попадаешь вообще в сказку. Великолепнейший городок, вот такой, на пятерочку. Я побыл в нем дня 2, если не ошибаюсь, побродил, впитал эту атмосферу старины, культуры. Это было очень здорово. Хорошие впечатления оставились у меня от Несебра. Слушайте, мы отвлеклись немножко. А что, если мы все-таки из Болгарии начнем двигаться дальше? Я слышал, что следующая была Румыния. Следующая была интересная страна Румыния. Да, легендарная страна Румыния. А чем она знаменита? Ох, много чем. Первым делом, конечно же, своими Карпатами. Это горная страна. Есть момент объединения Таджикистана и Румынии горными делами. Вот, расскажу про них отдельно. Но пересек я границу с Румынией. Кстати, она была очень тоже несложной, слава богу. Всем салют из Румынии. Правда, не очень солнечной, чуть пасмурной, но все равно привет. Я только что пересек границу Болгарии с Румынией. Границу прошел на ура, то есть это моя больная тема, поэтому я очень часто касаюсь темы границы. Вот, никого реально не проверяли, штампики поставили, куда, зачем, почему и вперед. Так что привет, Румыния, мы таджики 5. То, что там смотреть, оказалось столько всего. Я и не думал даже, что Румыния окажется настолько интересной, богатой на достопримечательности, на исторические ценности. Вот. А еще один момент, когда тебе Румынию показывает местный человек, это вообще незабываемо, потому что интернет интернетом, но как местный покажет. И там меня встретил мой закадычный друг Мариус. Мариус, привет! Мариус, если ты видишь нас, thank you for your hospitality. Спасибо тебе за все. Человек, с которым я в проекте «Мы таджики 4», когда ехал в благотворительность в Владивосток, просто пересеклись на дороге, он тоже мотоциклист, он ехал на Памир, а я ехал в Владивосток. Случайно? Случайно пересеклись, просто ехали вот так, остановились на ночь в одной какой-то маленькой гостишке и провели время за разговорами о путешествиях, о жизни. Настолько бывают такие встречи, скажем так, неординарными, оставляющие след на всю жизнь, то, что мы так подружились за один вечер, то, что разъехались с закадычными друзьями. И когда он услышал, что я уже через 2 года еду в кругосветку и проезжаю через Румынию, он со своего города сел на мотоцикл, проехал там сколько там сотен километров, чтобы встретить меня на границе, и сопровождал меня всю Румынию, то есть всю неделю мы проезжали вместе, он мне показывал самые лучшие места своей страны. Это было вот так. Мариус, thank you for all. Наверное, самое удивительное, что может получить как бы путешественник от страны, когда человек, любящий свою страну, показывает это своему дорогому гостю. Это здорово. Мариус, thank you. Thank you all, да.
Салам алейкум, Таджикистан. Салам алейкум, Таджикистан. Хочу вам представить Мариуса. Это мотоциклист с Румынии, который был у нас в Таджикистане, гостил у нас в Байхаусе и, конечно же, проехал по миру. Он услышал, что я приезжаю в Румынию и приехал в своего города специально, чтобы провести 3 дня со мной и показать все великолепие Румынии. Marius, some few words for the followers Tajikistan. I met Farhat last year in Kazakhstan, and he gave me a lot of good tips about riding through Central Asia and especially Pamir. I especially like Tajikistan. It's a country that's in my heart, and I'm really happy to have Farhat here for a few days to show him a bit of Romania. Thank you very much. Thank you a lot for hospitality. Всем привет, мы Таджики 5, городок Синау, Румыния. Хочу вам показать одну вещь, смотрите. Опа! Флаг Таджикистана на байке Румынии. Замок Пелеш. Очень интересное место. Это находится недалеко от города Синая, что в Карпатах румынских. Великолепное место, альпийский воздух, елки везде, красотища такая. Чем примечателен этот замок? Он был построен для короля первого, кстати, вот он за моей спиной. Вот. И интересные факты, то что каждый день его строили 400 человек. И все эти 400 человек были разных национальностей. И говорят, что здесь каждый день звучала речь на 14 языках. Вот. Что еще интересно, в переводе на современные доллары вот, на строительство ушло примерно 120 миллионов долларов. На самом деле этот замок огромный, я попробовал заснять и вам показать. А вообще здорово. Здесь такая атмосфера классная. Хорошо. И вот мы втроем, я, Мариус и наш общий друг Валентин, они были на 2 мотоциклах, я на машине, и мы проехали всю Румынию вместе, самые лучшие места. Это было очень интересно, здорово. Начали, конечно, с Будапешта, с Бухареста. Бухарест. Путаюсь, слишком много городов проехало и стран. Неудивительно. Это столица Румынии. Особого сильного впечатления я не получил. В основном архитектура похожа на Советский Союз, скажем так. Те же самые постройки, те же самые 9-этажные здания, 4-этажные, 5-этажные. Но есть момент в Бухаресте, который не проходит бесследно, туда едут все туристы. Это, конечно же, дворец Чаушеску. Место, где он работал, он правил. Чем оно знаменито? Оно вошло в это само здание, оно огромное, оно вошло в книгу рекордов Гиннесса как самое тяжелое здание в мире, представляете? Тяжелое. Тяжелое, именно тяжелое здание в мире. Там есть цифры, сколько оно весит, сейчас боюсь ошибиться. Но вот такой момент интересный, то есть оно огромное, оно серое, неприступное, в заборах, туда невозможно зайти. Есть там какие-то туры, но я в эти туры не попал. Я ходил вокруг да около, снимал, смотрел. Впечатление такое, конечно, угнетающее. Диктаторы любят все самое большое, самое высокое, самое и на горе, да. Поэтому я так посмотрел, сказал, да, Бухарест не для меня. Я сказал, Мариус, поехали туда, где красивая природа. Он сказал, таких мест много. И мы рванули в Карпаты, поехали по Карпатам. А чем интересны Карпаты? Есть один момент, автолюбители меня поддержат. Была такая передача в свое время «Топ Гир», вы, наверное, знали, да, с Джеймсом Кларксом. И в какой-то из передач он сказал,
есть самая моя любимая дорога в мире. Она самая лучшая, самая красивая и самая уважаемая. Эта дорога называется Трансфогарашан. Я о ней не слышал, представляете, хотя я автолюбитель, хотя я ехал там вокруг земного шара, я о ней услышал только там, в Румынии. И мой друг Марио сказал, как ты не знал? Вот посмотри, вот он мне показал ту серию, где Кларксон говорит, это самая красивая дорога в мире. Я это сделал! Трансфогарашан – самая красивая дорога в Европе! Мы таджики 5 здесь! У-ху! Представляете? Вот так. И мы рванули прямо туда. То есть, что такое Трансфогарашан? Это дорога, стратегическая дорога, соединяющая север с югом. Она прорублена через Карпаты, проходит через леса, через водохранилища. Это озеро Видрару. Вид с другой стороны дамбы. Глубина впечатляет. Такая красивейшая, 70 километров красоты. Доходит 70, доходит до самого перевала. На перевале делает миллион зигзагов и снова спускается в леса. Удивительная. Она не широкая, она двухполосная. На ней невозможно нормально ехать, потому что туда стекаются все туристы мира, но в основном с Европы, скажем так, чтобы прокататься по этой дороге. Вот ты едешь, мимо тебя проезжает мотоциклист, мимо тебя проезжают спортивные машины, туда-сюда. То есть дорога, которая реально красивейшая дорога, одна из красивейших в мире. Я ее поставил, как не знаю, ну может на третье место. После, для меня самая красивейшая, это в США Highway number one. Вторая дорога красивейшая для меня это Турция, конечно, по Алании. Но вот на третье место я поставил бы Трансфогарашан. Вот такая дорога. Памирский тракт попробуйте, потом будете считать. Памирский тракт, он, конечно, особенный. Если мы были в Румынии, то как у нас с графом-то дела? Что ж такое замок графа Дракулы? Раскрученная фишка или что-нибудь интересное? Попробуем разобраться. Погнали! Что такое замок Бран? Это замок Бран, это там, где жил прототип графа Дракулы. Туристическая тема. Очень много там гостиниц, кафешек, хостелов. На любой вкус, на любые деньги ты можешь остановиться, хоть в кемпинге. Чтобы попасть в замок Бран, ты проходишь огромное поле среди сувенирных лавок. Базар целый. Хочешь, не хочешь, там что-то покупаешь. Это маркетинговый ход. Ладно, прошел дальше. Потом покупаешь билет. Билет был, скажем, не дешевый, скажем так, но раз я туда попал, раз там доехал, таких мест, таких знаменитых во всем мире, закрыл глаза, купил билет, захожу. И вот потом начинается самое интересное. Так, у нас есть билет. Он стоит 40 лайн, что примерно получится 10 евро. Да, а пока 10 евро за легенду графа Дракула чувствуется каким-то разводом. Посмотрим, что будет внутри. Как бы не было разочарования, как обычно. Оркестр, живой звук, интересно. Так, узкая дорожка ведет вверх. И вся эта толпа туристов идет туда же. И каждый из них заплатил по 10 евро. И таких миллионы. Начинается. То есть замок, он разделен на много этажей. И так сделана тема прохода, что ты проходишь все этажи. Все туристы проходят все этажи. Это трудно, но ты проходишь. И везде на каждом этаже история Дракулы. Его история, его легенды, его фотографии. Все, что мы слышали, нарисованы, там, его жертвы. Дальше уходишь, там камеры пыток, где пытали людей, там стулья такие с гвоздями, там вот их закрывающие, такие типа гробы. Все сделано в стиле графа Дракулы. Но когда попадаешь на самый верхний этаж, и вот логически к этому идешь, что вот он там, ты его увидишь, и вот там вся эта история раскрывается. То есть на самом деле никакого Дракулы не было. Это миф, это выдумка режиссера американского, легенда, который сделал фильм. И на этом пошло столько... Как я ожидал вначале, все это оказалось большой-большой интересной фишкой. На самом деле, когда поднимаешься на самую башню вверх, должен пройти через 4-5 этажей. И на самом верху уже открывается секрет, то, что граф Дракула – это мифическая личность, которая, в принципе, здесь и не жила, и т.д. и т.п. Вот, был похожий Влад Теппер, который был
личностью, довольно, скажем, узнаваемой в Румынии, был воеводом хорошим. Он отличался жестокостью к своим врагам, все. А именно как Дракула, как этот типаж его придумал Бром Стокер. Это, сейчас я вам попробую показать фотографию. Это писатель, который создал роман «Дракула», на основании которой пошла вся эта легенда, миф и все остальное. То есть эта крепость, этот дом никакого отношения к графу Дракулы не имеет, к сожалению. Ну, миф мифом, а миллионы туристов сюда едут, чтобы именно посмотреть дом Дракулы. Момент о Румынии интересный. Когда я въехал, был момент, когда я тут же поменял деньги, и мне дали целлофановые деньги, то есть пластиковые деньги. Это был первый мой опыт, когда в руках держал высокотехнологические деньги. Это лей у них, да. Румыния, вроде она не такая, скажем так, высокотехнологическая Европы, но с деньгами она ушла далеко вперед. Очень интересная вещь в Румынии – это их деньги. То есть деньга в Румынии сделана не из бумаги, она сделана из целлофана или вернее из пластика, очень-очень тонкого пластика. Его невозможно порвать. Сколько я ни старался, смотрите, что я делал с ним. Его невозможно порвать. Смотрите. Деньги можно постирать, я не знаю, зайти с ними в воду, покупаться. Но порвать эти деньги невозможно. А еще у меня такой вопрос. Как бы я, не будучи в Румынии, вы вот вдвоем были, а я как бы человек, который только планирую, если звезды сойдутся. Румыния всегда ассоциировалась с цыганами. Вот что-то. Дракулу мы разобрали. Цыгане. Расскажите. Цыганки. Табор уходит в небо. Кому цыганки, кому народ в целом. Расскажите. На самом деле я тоже почитал об этом. Естественно, я своему другу задал вопрос. Скажи мне, а как у вас с цыганами? Он говорит, ты знаешь, цыгане, они тоже распиаренная тема. Да, они есть, они живут среди нас, говорит, они отличаются. То есть коренного румына от коренного цыгана можно сразу отличить. Я говорю, как? Он говорит, ну смотри, повел меня в первый попавший супермаркет. Большой, огромный торговый центр. Он говорит, ну смотри, видишь, вот люди, отличия, люди, я смотрю, реально люди отличаются. То есть цыгане, они другие. У них другая одежда, у них другой показ, золотые зубы, там, цепи большие. То есть, видишь, да, это вот цыгане, они другие, они отличаются. Я говорю, а можно посмотреть, как они живут? Да, говорит, поехали. Мы совершенно недалеко отъехали от города и попали в цыганскую деревню. То есть Они компактно живут. они живут да. отдельно, компактно. У них красивые трехэтажные, четырехэтажные красивые дома, очень дорогие дома. Например, да, вот если у нас есть тоже цыганские поселки, они есть. Они живут довольно скромно, там скромно, там наоборот, там в глаза бросается роскошь, то есть и самый огромный, самый большой дом, это был дом барона, то есть, вот, видишь, это вот живет, скажем так, барон этого поселка, имя сказал, я сейчас уже не помню, мы можем зайти к нему в гости, но я отказался, потому что зачем идти в монастырь со своими... Непрошенный. Да, поэтому я сказал, посмотрел, заснял, сказал, ну, спасибо большое, то есть момент такой есть. Спросил я, они как вот, не мешают жить или как? Он говорит, абсолютно нет, мы все живем в мире согласия, нет никаких конфликтов, нет абсолютно ничего. Просто у них другая культура, а у нас другая культура. Вот и все различие между цыганами и коренными жителями Румынии. Так что особо такого прям темы распиаренной я не увидел ни грамма. Никаких косых взглядов, никаких моментов не было. Успевали делать миллион зигзагов. Дальше хер его знает что! Ну, давай мясо. Что ж такое замок графа Дракулы? Инна омаде. Ду суат газаш, ду! Ай, блин, европейцы. Блин, маршруты меняются уже в какой раз. Это начинает меня сильно расстраивать. Ну, порвать эти деньги невозможно.